практически в каждом вашем выступлении вы говорите о созидательном труде. Как вы планируете созидать в следующие 5 лет? Это будет параллельно с властью что-то? Или все-таки какие-то контакты вы планируете? Контакты с кем? С патриотами, которые в этот раз выиграли выборы. Я уже говорил выше, что мы уважаем выбор абхазского народа, безусловно. Любой, кто пришел голосовать на эти выборы, мы уважаем его мнение. Те, кто голосовал за нашу команду, те, кто голосовал не за нашу команду, это наши граждане. Это люди, которые являются членами нашей общей семьи. И мы с большим уважением относимся к мнению каждого гражданина. Именно поэтому мы сегодня и присутствуем здесь. Что касается дальнейших планов в рамках созидательной повестки, я уже говорил выше о том, что мы здесь уже договорились о том, что мы будем создавать одну общую, серьезную, большую политическую платформу, в рамках которой мы планируем участвовать в политической жизни Абхазии. Впереди выборы в местные представительные органы. Через 2 года выборы в парламент Республики Абхазия. Для нас очень важно, чтобы граждане с осознанной политической позицией были представлены на всех уровнях власти. Что касается взаимодействия с избранным президентом, конечно, я уверен в том, что у нас с ним тоже будут контакты, потому как он и его окружение, вокруг него есть опытные политики, которые, я думаю, он сам хорошо помнит историю, в том числе и совсем недавнюю. Игнорировать мнение 42% наших граждан – это как минимум недальновидная позиция. И мнение 42% наших граждан заключается в том, чтобы укреплять наше суверенное независимое государство. Я говорил уже выше о том, что любые силы, которые настроены на укрепление нашего независимого государства, являются нашими союзниками, кто бы они ни были. Все те, кто попытается сделать шаги на ослабление нашего государства, будут являться нашими политическими противниками. Еще раз говорю, необходимо, заглядывая в будущее, всегда оборачиваться назад. События недавнего прошлого ярко иллюстрируют нам то, что игнорировать значительную часть общества ни у кого не получится. Если мы хотим созидать, если мы действительно хотим делать большие дела для наших граждан, не отдельно для категории своих сторонников, а для всех наших граждан, естественно, мы должны и контактировать, и обсуждать совместно реформы, обсуждать дальнейшие планы. Необходимо учитывать мнение всех наших граждан. И мы настроены конструктивно, и если вернуться к последним 5 годам, вы все являетесь свидетелями того, что мы всячески избегали какой-либо радикализации. События 15 ноября произошли постольку, поскольку это имело серьезный накопительный эффект, когда все наши попытки в конструктивном русле донести позицию большой части нашего народа были просто проигнорированы. Я надеюсь на то, что Бадра Гунба, и он не один, там есть Бислам Бигвава, ветеран войны, человек опытный, который работал в районе, имеет хозяйственный опыт. Я очень надеюсь на то, что весь этот политический опыт, который происходил последние как минимум 20 лет, он будет учтен. И чтобы избежать в дальнейшем какого рода эскалации, напряжения, люди устали от этого всего. Нам необходимо объединить народ. Но объединяя народ, мы должны понимать, вокруг чего мы объединяемся, какие идеи являются для нас общими, какие шаги, конкретные программы развития являются для нас общими. Вот это самое главное.
Если, еще раз хочу повторить, если будут созидательные инициативы, мы, безусловно, будем их поддерживать. Еще, кстати, то, что я хотел отдельно отметить. Отношения с Российской Федерацией. Сегодня Бадр Гунба отметил, что в последние годы действительно ухудшились отношения с Российской Федерацией за последние 5 лет. В этой оценке я с ним солидарен. Мы должны сделать все, чтобы отношения между Абхазией и Российской Федерацией развивались динамично. У нас есть целый пласт соглашений и огромный потенциал нереализованных возможностей. Это социально-экономическое сотрудничество, это сотрудничество в сфере культурных связей, в сфере науки, образования. Это и вопросы обороны и безопасности, совместные усилия по охране государственной границы. Я просто вам напомню, что соглашение от 2014 года, вот базовое соглашение, которое было подписано в ноябре высшими лицами наших государств, есть пункты, которые конкретно говорят о том, что нам необходимо приложить усилия и сделать конкретные шаги для того, чтобы укрепить государственную границу по реке Ингур. Там большой перечень вопросов, которые до сих пор еще не реализован. То есть мы должны направить свои усилия и в этом направлении. Более того, я считаю, что и на территории Российской Федерации необходимо увеличивать количество, как минимум, консульских служб, представительств. Вот в Санкт-Петербурге, в Кабардино-Балкарии, в Нальчике, там, где живут наши братья, на Северном Кавказе в целом. Необходимо поддерживать постоянные контакты. Необходимо открывать на Северном Кавказе, где живут наши братья, культурные центры. Потому как наша молодежь должна общаться между собой. Это наши кровные братья. Они живут на территории Российской Федерации. И поэтому в рамках работы посольства Абхазии в Российской Федерации эта работа должна быть динамично продолжена, потому как представительство Республики Абхазия в Кабардино-Балкарии, к примеру, в Нальчике, было закрыто в 2005 году, 20 лет назад. И никакой последовательной работы в этом направлении не проводится. Это большое упущение. Вот есть много вопросов. Что касается обороны и безопасности, соглашение об объединенной группировке войск между Абхазией и Россией, оно тоже практически не реализовано. Там огромный потенциал, который мы вместе с нашими российскими партнерами должны реализовать. Что касается привлечения инвестиций, здесь тоже мы должны серьезно поработать над тем, чтобы создать в Абхазии условия для того, чтобы условия ведения предпринимательской деятельности на территории Абхазии были изменены, потому как вот даже из выступлений официальных лиц Российской Федерации мы с большим удовлетворением отмечаем тот факт, что то соглашение, которое было инициировано, оно, мягко скажем, не соответствовало интересам и не защищало интересы наших местных предпринимателей. Поэтому нужно и с этой точки зрения, из этой точки зрения тоже исходить. То есть у нас очень большой пласт работы в рамках взаимодействия с Российской Федерацией. Я поддерживаю, вот, еще раз говорю, те высказывания, которые, и оценки, которые были даны сегодня Бадрой Гунбой, о том, что да, последние годы мы действительно, за последние 5 лет у нас есть определенные недоработки. Я абсолютно уверен в том, что и вся наша команда будет содействовать, способствовать тому, чтобы наши союзнические отношения были укреплены еще больше и тесно мы взаимодействовали.